О том, что неправильное течение реки размывает земли Кыргызстана, говорили местные жители. На территории казахской стороны остались гектары земли, сараи наших граждан. Оны теректер турбайбы? Ошол жерден акча суу мына. Өзү эле көрүнүп турбайбы мына? Бүт теректер турган жерден акча. Ошонун баарын жылып отуруп алып келдик да уже. Мына биз дөңгөлөктөрдү заготовка кылып атпайбызбы мына жээкти бекемдейбиз деп. 3 года назад по инициативе Нуржана Шайлобекова реку вернули в первоначальное русло и начали работы по укреплению берегов. В результате земли, оставшиеся за водой, были возвращены Кыргызстану. Анан бир түндүн ичинде бу жерден канал казып туруп, мы выкопали 5 гектаров земли. Раньше, кто вступал на эти земли, задерживала казахская сторона. Мы построили дамбы, укрепительные работы провели. Сделали все для того, чтобы наши земли просто не остались на чужой стороне. Азыр биздин Кыргызстан карап турат. Изменение речного стока сокращает площадь долевых земель сельчан. Среди них есть и те, кто, имея на руках все документы о праве собственности на эту землю, не могут им пользоваться. И все это из-за того, что земли остались на другой стороне. В 96-х годах начали людям раздавать по постановлению правительства, раздавали земельные доли. Вот это само колхоз мы делили каждому по гектару 6 соток. И много доли были розданы. Допустим, я точно помню, с той стороны 26 гектар земли были розданы людям по земельной доле. Документы все дали, им показали, но они вот, в связи берега не укрепили, смыли. Вот эти земли сейчас в Казахстане. А у людей документы есть, земли нет. Как отмечает Нуржан Шайлобеков, важно проводить береговые укрепления, чтобы сохранить линию границы неподвижной. Но ждать помощи со стороны государства он не стал. И укрепительные работы он проводит на финансы из собственного кармана. Вот эти большие шины помогут нам укрепить берег. Мы их наполним камнями, и все, они будут нам служить вечно. Отметим, что отдельные участки кыргызско-казахстанской границы определены рекой Чу. Поэтому проблема границы волнует не только милянфанцев, но и других жителей Чуйской области. Рахат Батырбекова, Санжар Жолдошбекулу, СТВ, Чуйская область.